Ну что, результатом доволен, потому что выиграли, заработали 3 очка. Вот. С моими земляками всегда матчи непростые. Бьются, толкаются, в ноги летят. Вот. Я считаю, что мы создали больше моментов, практически ничего не дали создать соперник. Были у нас неплохие подходы, комбинации, нам надо реализовывать свои мячи. Ну, так в целом, главное, что ребята с хорошим сейчас настроением отдохнут, надо нам перезагрузиться. Непростой был у нас сложный был период. Вот. Ну и осталось 12 матчей. Будет самый важный, самый ответственный сейчас период. Спасибо, ваши вопросы. Андрей Масловский, Трибунаком. Сергей, я в отпуске был, так что... Да. Вам хорошо, вы в летом в отпуске, я в декабре. Кому как. В чем причины вот этого небольшого неудачного отрезка? Это психология все-таки или же какая-то усталость, накопившаяся? Ну, я думаю, психологическая усталость. Потому что как бы восстановиться можно, но психологическая, именно усталость психологическая, она самое сложное восстанавливается. Кто-то на рыбалку съездил, кто-то в кино сходил, кто-то как-то, ну, не знаю, у каждого по-своему это происходит. Все очень индивидуально. Вот понятно, что в тех матчах не могли забить, с Городей имели моменты, не забили, с тем же Гомелем имели, тоже не забили. Это уже откладывал такой отпечаток. Вот. Я помню, у нас в мою бытность было и по 7 матчей мы забить не могли в Локомотиве. Бывает и такое, это футбол, это спорт, но не идет мяч. Сейчас, надеюсь, очень важна эта игра была, чтобы вот сейчас был такой маленький отрезок, когда мы можем спокойно подготовиться, переосмыслить все, что произошло. Ну и самое важное, еще надо всех ребят к общему знаменателю пойти. Много новеньких, посмотрите, процентов 40, это однозначно пришло новых игроков, и они все в разных кондициях. Кто-то лучше, кто-то хуже, новые требования. И тут надо тебе в течение чемпионата создать команду, которая будет выполнять именно мои требования, чтобы она еще и функционально была готова. И это не так просто. 1-2 игрока, это еще куда-нибудь, когда большая группа игроков. Это несет такую. Это не просто. Видел сегодня на трибуне Уроша Николича в компании с Николой Лукичем. Как у них дела? Насколько знаю, что там у Лукича давняя травма. Вот, а как вернется Урош, когда его ожидать? Ну, я думаю, что они оба говорят по-русски, вы могли спокойно им вопрос задать. Ну, вы же тренер все-таки. Хотя бы про Николича расскажите, как у него. Ну, восстанавливается. Спасибо. Следующий вопрос. Кто-то заберет у московского микрофона? Если вопросов больше нет, продолжаем. Насколько сказывалось на команде, сказывалась, в принципе, информация про Юрия Чижа и то, что он может оставить «Динамо»? Я, наверное, владею. Вы, наверное, владеете больше информации, чем я. Я владею только тем, что прочитал в интернете, что может... А я у вас прочитал. Ну, а у меня был вопрос не о том, да, так это или нет, а сказалось ли вот эти все истории на команде, на ребятах, может быть, вы предостерегали об этом, не думав? Со мной никто об этом не общался, еще вообще никаких разговоров не было. С Юрием Александровичем мы тоже по этому поводу не общались. Поэтому моя задача готовить команду, готовить к играм. Нас также у нас на базе и кормят, и ничего не изменилось. По большому счету, а то, что там какие-то слухи ходят, я их могу комментировать, потому что реально никакого конкретного разговора нет. Сегодня впервые за очень-очень долгое время было что-то подобие какого-то фан-сектора, и ребята скандировали ваше имя. Вы это слышали, и насколько вам это... Я слышал, только я не помню, по какому поводу. Когда футбол играл, понимал, а сейчас мы еще ничего не сделали, чтобы... Ну, конечно, приятно. Мне очень приятно, что вернулись ребята. Я никогда не забуду, когда в Жодино приехало 1000 болельщиков. Это, не помню, может, 11-й год был. Вот, приехало 1000 болельщиков, очень много. Это были очень хорошие времена. Но, поверьте мне, сейчас
Поддержка болельщиков нам важна как никогда. Ну, они не вернулись, это просто какой-то хаотичный вот ребята, насколько я знаю. Это вот не фан-сектор.